Начинается церемония награждения победителя и призеров весовой категории до 74 килограммов. Награждение проводят Павел Павлович Пенигин, олимпийский чемпион, народный депутат Республики Саха-Якутия, Давыдов Дмитрий Сергеевич, руководитель компании «Эксперт Групп». Третьи места, бронзовые призеры, заняли Константин Слепцов, Республика Саха-Якутия, Даржо Шаростепанов, Республика Бурятия. Призеры и победитель награждаются дипломами, медалями и денежными сертификатами. Второе место. Серебряный призер Алексей Захаров, Республика Саха-Якутия. Первое место. Победитель Тумен Дандоков, Республика Бурятия. За воспитание победителя награждается тренер победителя. Победителю Тумену Дандокову вручается специальный приз. Вручает Петр Иванович Оконешников, помощник генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Монтажник». Специальный приз вручается Алексею Захарову. В честь победителя звучит гимн Российской Федерации. На этом церемония награждения победителя призеров весовой категории до 74 килограммов завершается. Завершается церемония награждения чемпионов и призеров турнира памяти Романа Дмитриева в категории 74 килограмма. Благодарственное письмо вручается Ушуинскому Дмитрию Юрьевичу, директору
общества «Сигнал». Благодарственное письмо вручается Иванову Густаву Ивановичу, руководителю общества «Теплый край». Благодарственное письмо вручается Чампотадзе Сергею Эдуардовичу, руководителю общества «Кристалл Спорт». Благодарственное письмо вручается Икилякяну Карену Вагеновичу, руководителю автосервиса «Комфорт». Благодарственное письмо вручается Румянцеву Андрею Васильевичу, генеральному директору строительной компании «Династия». Благодарственное письмо вручается Ханину Александру Александровичу, руководителю «Времена года». Благодарственное письмо вручается представителю компании «Олимп Мебель» Петровой Альмире Рудольфовне. Благодарственное письмо вручается Варламову Николаю Гаврилевичу, директору «Салган Парк». Благодарим наших спонсоров за активную помощь и поддержку. Вручается Ханину Александру Александровичу, руководителю «Времена года». Начинаются финальные поединки в весовой категории до 86 килограммов. На ковер А приглашаются Бато Кырмыгенов, Республика Бурятия, Артур Слепцов, Республика Саха-Якутия. На ковре Б начинаются финальные поединки до 86 килограммов. Приглашаются Давид Манукян, представитель Республики Саха-Якутия, Аркадий Черкашин, представитель Иркутской области. Итак, мы продолжаем. И на очереди у нас схватки весовой категории 86 килограммов. Давид Манукян и Аркадий Черкашин. Ну, здесь, да, борец из Иркутской области Аркадий Черкашин вчера практически выиграл все свои схватки. И, ну, он почти обеспечил себе, да,
золотую медаль. Победил он вчера и Бато Кармагенова, и Артура Слепцова, и других своих соперников. Ну, а в этом весе участников было не столь много, и здесь идет борьба по круговой системе. На ковре тоже интересная схватка идет, тоже в этом весе. Бато Кармагенов, Бурятия и Артур Слепцов. Но мы все-таки, да, посмотрим на будущего победителя, да, чемпиона, коим почти является, да, Аркадий Черкашин из Иркутской области. 2 балла он выиграл и сейчас, да, держит в очень опасном положении соперника. 4-0. 4-0. Аркадий Черкашин пока никого не чувствует здесь. Jangan tak. Jangan kita bekerja. Jangan. 4-0. Еще одна попытка забежать за спину. И что у него получается? 6-0. Переворот. 8-0 и стойка. Давид Манукян. Отметим, что он представитель сборной команды Республики Саха. Да. 10-0. И Аркадий Черкашин, Иркутская область. Буквально, да, катком пронесся по всем соперникам. И он поднимется сегодня на высшую ступеньку пьедестала в категории 86 килограммов. Пока мы после, да, ярких моментов этой схватки перенесемся на ковер А, где борются Бато Кармагенов и Артур Слепцов. Артур Слепцов. Его, да, какой угол, да, Герман Кантоев, чемпион мира и заслуженный тренер Иван Дмитриев, через руки которого, да, прошли многие, да, известные борцы нашей республики, начиная от Виктора Лебедева, Арьяна Тютрина, Виктора Рассадина и других. Один из, да, ведущих специалистов тренерской школы Якутии. Но здесь, да, Артуру Слепцову приходится очень легко, потому что, да, Батор Кармагенов зарабатывает еще 2 балла и доводит счет до 9-0. Весовая категория до 79 килограммов. Просто хотим для выхода на награждение. Очередной проход. И будет ли 2 балла или 1 балл? Нет, все-таки 1. Нет, 10-0.
досрочная победа. И я не уверен, попадет ли Артур Слепцов в число призеров в этом весе. Бато Кармагенов, Республика Бурятия. Есть над чем работать, да, у Артуру. Потому что, да, проиграл он схватку довольно крупно. А сейчас состоится церемония награждения борцов весовой категории 79 килограммов. Ну а потом у нас останется всего две схватки, да? Весовая категория 97 килограммов и 125 килограммов. Победители, призеры весовой категории до 79 килограммов. Просьба пройти для выхода на награждение. Начинается церемония награждения победителя. Начинается церемония награждения победителей и призеров весовой категории до 79 килограммов. Награждение проводит Гаврил Михайлович Махначевский, первый заместитель министра по физической культуре и спорту Республики Саха-Якутия, Николай Гаврилевич Варламов, директор Салгын Парк. Третье места завоевали и стали бронзовыми призерами Пантелеймон Сафронеев, Ножин Сафаров, награждаются медалями, дипломами и денежными сертификатами. Второе место занял и стал серебряным призером Беликто Ухамажапов, Бурятия. Победитель, первое место, Аслан Хугаев, Санкт-Петербург. За воспитание победителя награждается тренер победителя.
честь победителя звучит гимн Российской Федерации. Начинается финальный поединок в весовой категории до 92 килограммов. Приглашаются Баярбатар Эрденемунг, Монголия, Степан Иванов, Республика Саха, Якутия. On mat A, starting final bout in weight category up to 92 kilos, are requested Баярбатар Эрденемунг, Mongolia, Степан Иванов, Republic of Sakha, Якутия. На ковре Б начинаются финальные поединки до 97 килограммов. Приглашаются Ака Леджинов, Республика Бурятия, Альберт Ефимов, Республика Саха, Якутия. Итак, предпоследняя схватка международного турнира памяти Романа Дмитриева. Весовая категория 97 килограммов. И мы посмотрим с вами на ковер А, где сойдутся монгольский борец Баярбатар Эрденемунг и борец из Республики Саха, Якутия, Степан Иванов. Кстати, да, Степан Иванов, если не ошибаюсь, вчера провел 2-3 схватки, в которых очень уверенно выиграл у всех своих соперников. Так что это номинальный финал, можно сказать, да, против монгольского борца. В другой паре здесь борются, да, в третьем круге Ока Леджинов, Бурятия, и якутский борец Альберт Ефимов. Ну, а мы посмотрим на эту схватку. Ну да, здесь 2 балла зарабатывает уже в начале схватки монгольский борец Баярбатар Эрденемунг. Да, прессингует сейчас монгольский борец. Схватку он ведет 2-0. Степан Иванов вчера тоже мощно смотрелся в схватках с другими соперниками. Пару поединков он победил досрочно, да? Один на туше, второй на 10-0. Так что мы надежд не теряем в этом поединке.
4 балла борцу из Монголии. Ну, этот поединок, да, пока складывается в доминирующем стиле от монгольского борца. Победитель, призеры Очень хорош в начале. до 86 килограммов. Просьба пройти для выхода на награждение. Победитель, призеры весовой категории до 86 килограммов. Просьба пройти для выхода на награждение. Спортсмены весовой категории до 86 килограммов. Батон Кырмыкенов, Бурятия, Аркадий Черкашин, 20 секунд до конца первого периода. Никита Центр ковра по-прежнему держит, да, монгольский борец. Но и Степан Иванов не забывает об атакующих действиях. Никита Евсеев. Срочно пройти для выхода на награждение. Первый период завершен. 6-0. В самом начале монгол выиграл 2 балла, потом, да, еще 4 броском. Поток Кырмыкенова приглашает пройти для награждения. Кузьма Сивцев и Степан Петрович Сивцев. В углу у Степана Иванова. Да, попытка прохода. Ну, на другом ковре, на ковре Б, поединок уже завершился, оказывается, да, и Ока Леджинов из Бурятии со счетом 10-0 победил Альберта Ефимова. Еще 1 балл или будет 2. 1 балл, все-таки здесь 7-0. 7-0. Монгольский борец продолжает атаковать и в очередной раз зарабатывает свой балл. Вот это да, Степан Иванов нашел да, ногу соперника, но хорошую защиту провел Эрденемунх. Цепился за пятки. И здесь, да, надо отсюда выжать максимум. Еще раз, да, хорошую защиту провел монгольский борец. Тридцать секунд до конца поединка. Счет на табло 7-0.
Ну и, наверное, да, мы сегодня услышим все-таки гимн Монголии. Очень красивая мелодия. Такая, да, патриотичная. Да, и поединок на этом завершается 7-0. Баярбатар Эрденемунх. Монголия. Да, так что победителями, да, сегодня нашего турнира стали ну, 3 спортсмена из Республики Саха-Якутия, 1 представитель города Санкт-Петербурга, есть чемпион из Монголии, есть победитель из Республики Тыва, есть, да, чемпион из Бурятии. Так что, ну, такая, да, широкая география получилась. Но зато у якутских борцов 3 золотые медали, 57, 61 и 65 килограммов. Анатолий Иванов. Начинается церемония награждения победителей и призеров весовой категории до 86 Юрий килограммов. Винокуров и Артур Награждение Попов. проводят Тимирман Батар, руководитель сборной команды Монголии, судья международного класса, и Оконешников Петр Иванович, помощник генерального директора общества «Монтажник». Третье место завоевал, бронзовым призером стал Никита Евсеев, Республика Саха-Якутия. Призер и победитель награждаются медалями, дипломами и денежными сертификатами. Второе место. Серебряным призером стал Аркадий Черкашин, Иркутская область. Первое место. Победитель Бато Кармагенов, Республика Бурятия. За воспитание победителя награждается тренер победителя. В честь победителя звучит гимн Российской Федерации. На этом церемония награждения победителя призеров весовой категории до 86 килограммов завершается. На центральном ковре Так, начинаются да, финальные завершается поединки. церемония награждения среди борцов категории 86 килограммов. Приглашаются И у нас, да, на очереди
последняя схватка, схватка, да, нашего турнира 2026. Это 12-е международное соревнование по вольной борьбе памяти Романа Дмитриева. Весовая категория 125 килограммов. Михаил Николаев, Республика Саха, Нюрбинский район, воспитанник училища Олимпийского резерва, против Данила Ахмаева из Красноярска. Вот он, красноярский богатырь. Мощный парень, высокий, статный, да? Ну, его соперник Михаил Николаев, бронзовый призер чемпионата республики среди взрослых 25 года. Молодой, 19-летний парнишка из Нюрбы. Или 18 лет. Ну, в общем, да, очень молодой и перспективный парень. Но здесь, да, если не ошибаюсь, то чемпионом здесь стал борец из Китая. Рихан Хай. Да, очень мощно вчера смотрелся. Китайский спортсмен выиграл, да, практически у всех своих соперников. Очень уверенно, на классе. Да, в опасном положении сейчас держит Михаил Николаев соперника. Забрал голову. Немного, да. Да, попытка сейчас провести бросок неполноценный, но здесь, наверное, будет срыв или нет. Все-таки, да, 2 балла дают сопернику нашего борца Данилу Ахмаеву. И 0-2. Но неплохо сейчас рисковал Михаил Николаев. Это последняя схватка нашего турнира в этом году. На мемориале Романа Дмитриева принимали участие 127 борцов из 3 зарубежных стран и 7 регионов России. Так, здесь будет все-таки 1 балл, мне кажется, да? 1 балл. И счет у нас 3-0. 3-0. Еще вот 2 балла. 5-0. Данил Ахмаев успел к этому времени оформить комфортный задел. Да, ну и с трудом поднялся на ноги. Еще одна попытка, да? Что же? Ух ты! 4 балла и туше, да? Туше будет или нет? Пока не дают. Ну, такое, да? Такое. Финальный бросок турнира получился очень жестким, к сожалению, для нашего борца. 4 балла. Ну и там в конце время закончилось.
Данил Ахмаев, Красноярск. Всего одно очко нужно, чтобы выиграть чисто технически. Ну а Михаилу Николаеву будет невероятно тяжело. Стоит, да, практически, да, сложнейшая миссия, чтобы победить в этом матче. Но в спорте бывало всякое. Надежда, как говорится, умирает последней. Ну и якутским болельщикам, да, тоже нужно верить всегда до конца. Верить в своих ребят. Вот она, да! 4 балла здесь. Что мы и говорили. 4 балла и Михаил Николаев возвращается в гонку за медаль. 4 балла. Данил Ахмаев сейчас, да, его застали врасплох. Так что концовочка, да, в этом матче обещает стать все-таки интересной. Интрига вернулась. Да, немного обидно, да, что этот бросок случился в зоне, да, почти за пределами ковра. Был момент, да, если бы в центре ковра, то дальнейший, да, Михаил Николаев мог и на лопатки уложить. Но, к сожалению, да, у нас разница тоже возвращается в 7 баллов. Счет 4-11. Михаил атакует, и там все-таки, мне кажется, балл был, да, или нет? Не было, но времени есть. И время есть, минута 20, и сейчас неплохой захват сейчас под мышкой взял Михаил Николаев. Но... Да, впервые я увидел Михаила в прошлом году на чемпионате республики в Сунтаре среди мужчин. И тогда он произвел, да, очень хорошее впечатление, завоевав бронзовую медаль. Ну и там компания призеров была очень солидная. Никита Сафронов, Никита Хабаров. И вслед за ними вот Михаил Николаев. Харасхан Бапагай еще был. Да. По 30 секунд. И здесь надо рисковать. Михаил. Неплохой захват. Отсюда, да, можно попробовать. Надо, да. 15 секунд. Зрители скандируют, да. Захват. И последние секунды. И давай, Миша. И вот, да. Но за смелость мы тоже Михаилу говорим спасибо за подаренную нам надежду. Но, тем не менее, да, Данил Ахмаев все-таки, надо тоже признать, был сильнее. Да, дорогие телезрители, любители борьбы, на этом, да, завершается международный турнир памяти олимпийского чемпиона Романа Михайловича Дмитриева, который был приурочен, да, к триумфу, полувековому триумфу якутских борцов Павла Пеникина, Романа Дмитриева и Александра Иванова на Олимпийских играх в Монреале 76 года, простите. Да. И, дорогие друзья, на этом мы заканчиваем наш эфир, но далеко не уходите, потому что сейчас, да, покажем самые яркие броски
финальных поединков дня. И до встречи, до встречи. Ну и на прощание мы с вами еще раз поздравляем наших милых дам с Международным днем 8 марта и первым весенним праздником. Да. Ну и на следующей неделе тоже мы с вами увидимся, увидим матчевую встречу по вольной борьбе среди юниоров. Команда Республики Саха, команда Монголии и Республики Бурятия сойдутся на ковре. На этом же ковре в рамках юбилейных мероприятий 75-летия Александра Николаевича Иванова. До встречи в эфире.